Таджикскому правительству уже давно надо понять, что ситуация меняется. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто тащит за собой на дно Таджикистан. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. Международное рейтинговое агентство Moody's в конце марта этого года сообщило, что поставит суверенный кредитный рейтинг Таджикистана на пересмотр с возможностью понижения. Понижение рейтинга при негативном прогнозе связано с ожиданиями невозможности правительства страны справиться с проблемами выплат по долговым обязательствам. Возможное понижение кредитного рейтинга Таджикистана и ситуацию в экономике страны прокомментировал живущий в Канаде экономист, экс-замминистра экономики Таджикистана Каримджода Ахметов. У него спросили, что может означать заявление рейтингового агентства о том, что поставит суверенный кредитный рейтинг Таджикистана на пересмотр с возможностью понижения. На что он ответил: конечно, все мировые рейтинговые агентства пристально следят за тем, насколько правительства стран могут справиться с проблемами выплат по долговым обязательствам, и Таджикистан не исключение. Вы знаете, что недавно были пересмотрены кредитные рейтинги России, Украины и Республики Беларусь. Сообщается, что рейтинговое агентство может пересмотреть долгосрочный кредитный рейтинг Таджикистана, который сейчас зафиксирован на уровне B3. Исходя из этого, с учетом сокращения денежных переводов трудовых мигрантов, ускорения инфляции и постоянного роста цен на ГСМ, ситуация в Таджикистане только ухудшится, как в Кыргызстане, возможно, и даже хуже. Если Moody's заявила, что поставит кредитный рейтинг Таджикистана на пересмотр с возможностью понижения, то это значит, что в рейтинговом агентстве следят за ситуацией и после анализа, скорее всего, понизят его кредитный рейтинг. При присвоении кредитного рейтинга любое из мировых рейтинговых агентств изучает политическую и экономическую среду, финансовую политику и финансовую стабильность страны. Экономическая ситуация в Таджикистане ухудшается, и не исключено, что рейтинговые агентства понизят рейтинг Таджикистана с B3 до более низкой шкалы. В марте Международное агентство понизило кредитный рейтинг России сразу на 6 ступеней до B3 с BAA3. Сейчас получается, что кредитный рейтинг Таджикистана выше рейтинга России, хотя экономика страны крепко связана с российской. Думаю, что нынешний кредитный рейтинг Таджикистана, стратегического партнера России, тоже будет пересмотрен. Как известно, правительство Таджикистана уже несколько лет старается получить льготные кредиты. Международный кредитный рынок огромен, и лучшее, что может приобрести Таджикистан, это кредит Международного валютного фонда МВФ. Переговоры правительства Таджикистана с МВФ продолжаются с 2015 года. МВФ заявляет, что готов реализовать новую программу поддержки для Таджикистана при условии, что правительство проведет ряд реформ в экономической сфере. Власти страны планируют получить льготный кредит в размере $300 миллионов. Раньше речь шла о $500 миллионах льготного кредита. Правительство Таджикистана намерено получить льготный кредит, несмотря на то, что в бытности Мурадали Алимардонова, председатель Нацбанка, отношения с МВФ изрядно испортились в то время. Если рейтинговое агентство снизит долгосрочный кредитный рейтинг Таджикистана, то доступ правительства к льготным кредитам, в том числе к кредитам МВФ, будет сильно ограничен. Даже к кредитам с высокими процентами. Все международные финансовые институты, прежде чем принимать решение о выделении кредита, обращаются в основном к 3 международным рейтинговым агентствам, куда и входит Moody's. А как вы относитесь к тому, что Таджикистан теряет позиции на мировой арене? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И если посмотреть на экономическую картину СНГ, то можно увидеть, что Таджикистан занимает особое положение. Страна является важным торговым партнером России. Треть от объема импорта товаров в Республику Таджикистан приходится на Российскую Федерацию. Сейчас Россия экспортирует в Таджикистан ГСМ, цветные металлы, продукцию химической промышленности и тому подобное. Порядка 95% денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан составляют рубли. По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития, денежные переводы трудовых мигрантов из России в Таджикистан в 2022 году в долларовом эквиваленте сократятся вдвое. Это значит, что Таджикистан окажется в очень сложной ситуации. В настоящее время Таджикистан, согласно классификации Всемирного банка, входит в число 30 стран с низким доходом. В
эту категорию входят в основном африканские страны. Исходя из этого, с учетом сокращения денежных переводов трудовых мигрантов, ускорения инфляции и постоянного роста цен на ГСМ, ситуация в Таджикистане только ухудшится. Правительство Таджикистана настроено оптимистично и, как правило, постоянно заявляет о росте экономики и улучшении благосостояния народа. Сегодня у международных финансовых институтов противоречивые прогнозы о росте экономики Таджикистана. К тому же в мире сложилась непредсказуемая политическая ситуация. Я могу ответственно заявить, что рост ВВП в этом году не превысит 2,5-3%. Инфляция вырастет в 2 раза и составит 15-16%. Показатели не улучшатся, поскольку экономическая ситуация в России отразится на экономике Таджикистана. Россия – это Титаник, который скоро пойдет на дно и потащит с собой те страны, которые каким-то образом связаны с ней. Мои прогнозы, к сожалению, не очень оптимистичные. Мне известно, что правительство Таджикистана подготовило специальную антикризисную программу. Мои друзья отправили мне копию этого документа. В нем, к сожалению, только общие слова и никакой конкретики. Я хочу сказать, что Таджикистан с политической точки зрения не готов к экономическим реформам. Проблема заключается в том, что в Таджикистане политика оказывает огромное давление на экономику. К примеру, можно ли называть Нацбанк Таджикистана самостоятельной организацией? Нет, Нацбанк действует на основе директив правительства. Правительство подчиняется президенту, который является также главой Кабмина. Так что антикризисная программа, подготовленная правительством, не поможет. Таджикистану необходимо искать другой путь развития, найти новых партнеров, показать свою волю и путем реформ изменить политическую и экономическую ситуацию. А как вы относитесь к тому, что уже многие эксперты говорят о том, что сотрудничество Таджикистана с Россией может сыграть с нашей страной злую шутку? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!